На связи Асема. Сегодня, как я в прошлый раз обещала, я сделаю разбор. То есть это никакая не скрытая информация, все нашла я в Гугле. Официальная информация на сайтах, да. Я хочу сделать сравнение. То есть это Рой кооператив, Bestway, да, кооператив и, конечно же, Аманат Home. Самые известные на сегодняшний день в Казахстане у нас кооперативы. Ничего я не придумывала, я все взяла с Гугла, вы тоже можете пробить это все. Смотрите, Bestway, вообще эта компания называется Life's Good. Да? Я выписывала все, вы можете все потом проверить, мою информацию всю в Гугле. Я все прогуглила, да? Ничего я не придумывала, там, чтобы вы не писали, не говорили. Но еще таким комментаторам я хочу сказать, если вы не верите, если вам не нравится то, что я пишу, то, что я там говорю, не комментируйте вообще. Зачем вы тратите энергетику на меня? Пройдите мимо, просто идите возьмите в кредит в банке. Я тоже сейчас в следующем видео объясню и помогу рассчитать, какие проценты вы будете брать в кредит в банке. То есть это ничего не скрывается, вам, конечно же, это официально не говорится, но вы сможете это все посчитать сегодня, на сегодняшний день, благодаря тем людям, которые придумали интернет, YouTube и Google, мы можем все прогуглить, в YouTube посмотреть и все расчеты снова проверить. Также у нас есть законодательство, и есть всякие юридические каналы, и там вы можете тоже проконсультироваться, задать вопросы. Да? Теперь начинаем Bestway. Life's Good – это инвестиционная и недвижимая компания, то есть занимается инвестициями и недвижимостью. Открыта она в России, Роман Василенко, с 2014 года она основалась, эта компания. Инвестиции – это другая информация, другая тема, это вот, там тоже есть свои плюсы и минусы, это уже на любителей, да, о вкусах не спорят. Теперь я хочу сказать именно в Казахстане. В Казахстане Bestway открылся первый раз, это в 2015 году в Bestway. Чтобы приобрести недвижимость через кооператив Bestway, вы должны накопить 35%, или вы должны внести 35%, да? Так, условия личного товарооборота, то есть вступительный взнос, это идет у них 1020 евро плюс 1100 евро. Получается 2120 евро вы платите как вступительный взнос. Вступительный взнос в кооперативе Рой, вступительный взнос, безвозвратная сумма, это 200 тысяч тенге. Да? Так, сразу хочу сравнение сделать. Аманат Home, там 5% вступительного взноса от суммы займа. Да? Например, если вы хотите взять займ на 10 миллионов тенге, 5% от 10 миллионов. Аманат Home в дальнейшем я тоже отдельно расскажу. Теперь обучение у них есть, информации очень мало в в Инстаграме, в Ютубе и в Гугле. Теперь репутация отличная, конечно же, у них выдается займы и по инвестициям, и по недвижимости. Теперь кооператив существует давно. Так, продукт востребованный, как говорится, да, это недвижимость, это всегда актуально. Плюс, сейчас, секунду, кооператив Bestway, прошел в Казахстане проверку. Это проверка Астанинской прокуратуры, да, это все было нормально. И все проверки, они прошли с успехом, конечно же. Работают, значит, они 100%, 99%, да, хорошо. Теперь в Казахстане условия какие? Займ выдается от 1 до 6%, у них выдается займ. Любая недвижимость на территории Республики Казахстан. Так, накопительные программы есть паевые взноса от 50 тысяч тенге. То есть все зависит от суммы займа. Прежде чем вступить в кооператив, вы должны написать заявление, что хотите занять такую-то, такую-то сумму. И Bestway кооператив вам выдаст, когда вы станете пайщиком, оплатите вступительный взнос, как я уже сказала, 2120 евро, если вы оплатите, вы станете пайщиком кооператива Bestway, да? Теперь, все в зависимости от суммы займа, будет паевый взнос, начинается от 50 тысяч тенге. Так, проверено прокуратуре, деятельность строго по законодательству, да, если не было бы, они не работали по законодательству, конечно же, они проверку не прошли бы. Теперь, в Казахстане Bestway существует с 2015 года, как я уже сказала, 102 пайщика у них вносят взносы,
199 членов кооператива у них, 27 приобретенных объектов у них официально, и один пайщик полностью погасил у них, рассчитался с кооперативом, да? Из 27 пайщиков один пайщик полностью у них рассчитался. Теперь сумма долга возвращается в течение максимально 10 лет, то есть сумма займа выдается на 10 лет. Все это время вы платите также членские взносы. Я забыла сказать про членские взносы. Так, членские взносы у них зависят от курса рубля, то есть от суммы займа зависит ваш членский взнос. Это будет он стоить от 1000 рублей до 2000 рублей. Это 1000 рублей, примерно у нас 5500-6000 тенге, да? Получается, если вы хотите 10 миллионов или там 20 миллионов, конечно же, вы будете платить больше 1000 рублей. Так, и пока вы не рассчитаетесь, приобретать недвижимость, да, когда приобретете, пока вы не рассчитаете сумму займа, вы все время это будете, все 10 лет вы будете платить свои, на развитие, членские взносы. Вообще членские взносы берутся для того, чтобы на развитие кооператива, это получается зарплата сотрудников, аренда, там, констовары и все такое, да. Так, можно там в недвижимости этой прописаться, и поселиться, конечно же, можно поселиться, но пока вы не рассчитаетесь с кооперативом, поселиться, и пока не рассчитаетесь, она, собственность будет принадлежать кооперативу. Кооперативу будет принадлежать и и будет ваши паевые взносы, ваши первоначальные взносы, они все будут, конечно же, отминусоваться от основного долга. То есть вы внесли 35% от суммы займа, эти 35% минусуются, плюс ваши паевые взносы минусуются, но членский взнос, он не минусуется, да, как вы знаете. Сейчас, секунду. Позвонили на телефон. Так. Получается, это членские взносы каждый месяц у нас платятся, да? Теперь, когда подходит очередь пайщика, да, например, в БСВ, когда подходит очередь пайщика, судя по официальной информации, еще раз я скажу, да, по официальной информации, имеющей из личного кабинета пайщика, да, это будет на оформление и приобретение. Вот ваша очередь подошла, вы подали заявление, с момента подачи заявления уходит на него от 2 месяцев до 1 года. То есть получите вы свою недвижимость, на формирование бюджета берется максимально 1 год. В дальнейшем, за это время, конечно же, квартиру могут продать или там она может подорожать. Да? Тем более в ройкооперативе, если у нас сейчас взяли отсрочку 6 месяцев, потому что люди не платили 6 месяцев, плюс у нас на формирование бюджета берется 2 месяца, максимум 3 месяца, да? А в кооперативе Бистрей берут от 2 месяцев до 1 года. Но отзывы здесь пишут в Гугле, в Ютубе, то, что почти занимает это год и больше, да? Ну, там 10 месяцев, в течение 10 месяцев вы можете приобрести свою недвижимость, как подойдет ваша очередь. Второй кооператив это у нас Аманат Home, да? Это самый известный. Здесь 2 варианта. Приобрести недвижимость под 0% на 10 лет в просрочку. Так, первый вариант. Вступительный взнос 5% от стоимости. Пишется заявление. Сначала тоже на вступление в кооператив, да? Составляется договор, оплачиваете вступительный взнос свои 5%, оплачиваете. И и единая очередь тоже. В БСВ забыла я сказать, что тоже там единая очередь, да, у всех. Теперь, если вы хотите, фиксируется тоже дата, время, вам Аманат Home и БСВ одинаково. 30% первоначальный взнос от стоимости недвижимости до 20 миллионов тенге. Вы эту сумму можете внести сразу, да, единоразовым платежом. 30% вносите, 5% это который не возвращается, а 30% потом будет минусоваться от основного долга. Так, если вы будете недвижимость приобретать больше 21 миллиона, вы тогда должны внести 50% от суммы займа. Так, теперь недвижимость оформляется на имя пайщика, документы оригинал выдаются
на руки. В Ройкооперативе тоже выдаются на руки документы. В БСВ, как я уже выше сказала, они остаются в кооперативе, и вообще недвижимость числится за кооперативом, пока вы не рассчитаетесь полностью, да? Теперь, так, если вы больше 21 миллиона хотите приобрести квартиру, конечно, 50%, да? Если вы в Ройкооперативе хотите недвижимость приобрести, на один договор выдается вообще 10 миллионов тенге. Если вы хотите приобрести недвижимость за 20 миллионов тенге, да, заключаете 2 договора, и тогда у вас будет переплата 400 тысяч тенге. То есть 2 договора – это 400 тысяч тенге. Теперь есть также членские взносы. Составляется обременение. Потом, когда вы в Аманат Хоум приобретаете недвижимость, обременение ставится даже через ЦОН вашего города или района. Да? Срок приобретения недвижимости тоже в течение 12 месяцев от подачи заявления пайщика. То есть ваша очередь подошла, вы подаете заявление. С этого момента в течение года, как пишут отзывы и комментарии, тоже, что люди получают в течение 12-14 месяцев. Теперь второй вариант, если у людей нет денег, то есть для социального населения, это, как вы знаете, 80% населения, которые не могут внести первоначальный взнос, то есть 30%. Возьмем небольшую сумму, 10 миллионов тенге, однокомнатная квартира. Если вы хотите приобрести за 10 миллионов тенге, вы должны внести 30%. Это значит 3 миллиона тенге, да? Так, теперь второй вариант, накопительная программа, да, есть, как у нас тоже в Ройкооперативе накопительная программа. Если в Ройкооперативе накопительная программа от 18 месяцев и льготная программа 24 месяца. Да? Здесь теперь я хочу показать. Смотрите. Вступительный взнос составляет 5% от суммы недвижимости. То есть это будет, если 10 миллионов тенге, 5% это вы будете сколько платить. Да? Это сумма, которая невозвратная. У нас на хоть 7 миллионов, хоть 3 миллиона, хоть там 10 миллионов, у нас вступительный взнос 200 тысяч тенге, стандартный, которая сумма не безвозвратная. Теперь накопить нужно от суммы займа 30% от стоимости до 3 лет. До 3 лет. Паевые взносы составляют от 40 тысяч тенге. Тоже зависит от суммы займа. 40 тысяч тенге. Также срок приобретения недвижимости после подачи заявления, да, в течение 12 месяцев. Плюс членские взносы. Например, если я подала заявление на 10 миллионов тенге, то членские взносы я плачу 10 тысяч тенге в месяц. И членские взносы я буду платить до тех пор, пока я не рассчитаюсь перед кооперативом. От себя я хочу, краткий такой разбор у нас, да, у меня. Я хочу сказать, что у нас в Ройкооперативе нету членских взносов, нету лишних переплат и скрытых комиссий. Единственное, то, что мы говорим официально всем, когда вы приобретаете недвижимость, все расходы на переоформление переходят на плечи пайщика. То есть это налог, там, услуги юриста, нотариуса, оценочная стоимость, там еще что-то. Хотите застраховать, пожалуйста, страхуйте свою недвижимость. Ну, примерно у вас на недвижимость будет уходить 200 тысяч тенге. Это при оформлении недвижимости. У нас в кооперативе Рой недвижимость оформляется тоже на ваше имя, вы хозяин, срок суммы займа возврата, то есть это будет на 10 лет, плюс документы, оригинал будут у вас. И мы ставим обременение. Обременение – это не арест, да, еще раз говорю. Теперь в БСВ, я как уже сказала, недвижимость на кооператив, вы только там живете и можете прописаться. А Аманат Хоум, так же, как и в кооперативе Рой, у вас документы все на ваше имя, только будет тоже ставить будет, как его, обременение. И что я хочу сказать? БСВ, конечно, международная компания, это Россия, Казахстан и Кыргызстан. Но не у всех есть 1120 евро. Если Аманат Хоум 5% от займа, да, это будет сколько? 10% это 100, так, сколько будет? Если я хочу 1 миллион тенге взять, Гульнур, посчитай, пожалуйста, если будет, я занимаю 10%, 10 миллионов тенге, 10% это сколько? 1 миллион тенге, да? А если 5%, это 500 тысяч тенге, правильно? Значит, Аманат Хоум, в зависимости от вашего займа, ну, по-любому за 10 миллионов тенге многие не захотят приобретать недвижимость, да? Хотят просто, ладно, скажем, грубо говоря, 10 миллионов тенге.
Теперь давайте сейчас я вам расскажу, это займет немного времени. Можете взять калькулятор, можете ручку и бумажку взять и записать. Смотрите, если я хочу взять кредит по госпрограмме Бахта отпасы, как одиночка, как мать-одиночка, я не госслужащий, я беру, мне подходит программа, сейчас скажу, 7-20-25. Если я беру займ на 7-20-25, то тогда 7% это значит годовых. 10 миллионов тенге также возьмем, да? 7% годовых, это будет 700 тысяч тенге в год, это вознаграждение банка. Плюс 20 диен, это значит 20 будет первоначальный взнос. То есть от суммы займа я должна внести 20% первоначального взноса, 2 миллиона тенге. На сегодняшний день у меня нет 22 миллиона тенге. И как мать-одиночка там, или социально неизощренный человек, да, любой, многодетная мама, там, будет, пускай госслужащий, я не думаю, что у 100% населения есть 2 миллиона тенге. Хорошо будет копить, но копить это тоже очень долго. Пока вы не накопите 2 миллиона тенге, вы даже не начнете копить на свою недвижимость. Плюс 25, это значит на 25 лет мне рассчитывают условия банка. То есть 700 тысяч тенге умножаете на 25 лет, выходит 17 миллионов 500. А я эфир сохраню, вы можете потом взять калькулятор и спокойно это все рассчитать. 17 миллионов тенге, плюс основной долг у вас будет 10 миллионов тенге и плюс 2 миллиона тенге первоначальный взнос. 2 миллиона тенге это скрытые комиссии, плюс это будет ваша страховка. Говорится в банке как? Если вы не сможете выплатить на тот момент, вы можете воспользоваться своим депозитом, страховкой. Это все, конечно же, ерунда, это можно потом только оспаривать через суд и все такое. Плюс, если вы не можете еще оплатить, например, если вы посмотрите свою кредитную историю, да, вы можете найти в своей кредитной истории то, что у вас есть там скрытая комиссия. Скрытая комиссия идет от 7 тысяч тенге и выше, да, на там какие-то там услуги ваши, хотя никаких услуг ежемесячно нам банк не предоставляет. Если карточные услуги, то мы, например, в Каспи-банке мы платим там 2000 тенге, да, 1990 за обслуживание, но у них там свои проценты есть. И поэтому, кто только присоединился, вы можете, я сохраню эфир, вы можете снова просмотреть, я делаю здесь разбор, ничего из себя я не придумала, от себя я не придумала, это все идет на официальных страницах, то есть Google, прогуглите, разбор Аманат Home, разбор Best Way, мне пишут в комментарии, в Ютубе особенно сотрудники, менеджеры, да, как можно сказать, активные пайщики Best Way, то, что мы, Ройкооператив, обманываем. Нет никакого обмана. Еще раз я хочу сказать, что деньги формируются из бюджета всех пайщиков, и если были бы там у нас, например, как сказать, инвесторы или там какие-то с бюджета, то тогда, конечно же, были проценты. Если, например, я инвестор, я скажу: Арген, ты молодец, красавчик, ты выдаешь недвижимость беспроцентно, но меня не волнует, где мой навар, потому что если любой продавец будет продавать, например, там те же очки, да, там те же спички, будет продавать, по-любому они будут иметь свой процент. И то, что я хочу сказать, вы можете снова прокрутить видео, посмотреть разбор всех кооперативов и пишите свои комменты мне в личку, какой хотите еще разбор. Я еще раз просмотрю, сделаю сравнение, и вы уже можете для себя принять то или иное решение. Кстати, мне пишут еще в комментариях, кто работает вахтовым методом. Вы можете заполнить анкету, я вам высылаю анкету на WhatsApp, заполняете анкету, составляется онлайн-договор, оплачиваете через Каспи-приложение или можете оплатить в любом терминале Касса-24 по вашему регионе. И когда вы приезжаете с вахты, вы можете проехать в любой филиал нашего кооператива и показать удостоверение и чек, и вам там любой менеджер распечатает ваш договор на бумажном носителе. Так что сравнивайте при покупке машины и при покупке, например, телефона. Люди тоже, да, кто-то предпочитает iPhone, кто-то предпочитает Samsung. То есть сравнение всегда должно быть, и конкуренция – это нормальное явление, потому что человек имеет право выбора.
У кого позволяет брать, конечно, кредит, пожалуйста, берите кредиты в банках, ипотеку и все такое. Здесь уже выбор каждого, да, как я сказала. Всем желаю удачного дня, пишите свои комментарии, пишите свои отзывы. Если была для вас эта информация полезна, поделитесь с друзьями и поставьте палец вверх. Всем удачного дня. Пока-пока.